Российско-Кыргызский Аманбанк – банк абсолютного доверия. С каждым годом увеличивается количество машин, плотность населения, а следовательно и загруженность автодорог. Парковочные места в городе – тема сегодняшнего выпуска программы ЖКХ. Более детально обсудить нашу сегодняшнюю тему мы пригласили активиста и интернет-пользователя Айбека Баратова, а также Улана Максымбекова, депутата Бишкекского городского кенеша. Итак, уважаемые гости, тема интересная, тема актуальная и тема нерешенная. Как сейчас, на ваш взгляд, обстоит дело с парковкой в городе? Обстановка плохая, люди не уважают друг друга, люди хамят. Более того, вот как бы сразу же претензия в адрес наших государственных служб, мэрии города. Особенно я вот сегодня узнал, что есть, оказывается, есть целый департамент, или как-то он называется, по парковкам, который, я считаю, просто ничего не делает, потому что проблема, она с каждым днем все хуже, хуже и хуже. Улан, вы как депутат Бишкекского городского кенеша, вот как вы, какую оценку вы дадите той ситуации, которая сложилась на дорогах? Город изначально вот Фрунзе, скажем так, который вот проектировался. Вот. Потом Бишкек уже наш современный, вот то, что мы сейчас видим, имеем, да, он не рассчитан на такое количество автомобилей. И я думаю, здесь вопрос надо решать комплексно, потому что независимо, скажем, от работы парковщиков должны быть парковочные места. Город должен расти и проектироваться соответственно. На сегодняшний день, насколько я сейчас знаю, мы имеем то, что имеем. Да, большое количество, оно не будет сокращаться, ни людей, ни машин. Будет только расти. Конечно. Соответственно, надо менять методы. Вот сейчас, вот мы можем как-то дать отдельные советы сейчас, как нам, как нашим автовладельцам выкручиваться, то есть сложившейся ситуации? Соблюдать правила дорожного движения. Все, тут все уже давно придумано. Зачем сейчас что-то новое придумывать? Надо просто наказывать несоблюдение правил дорожного движения. Это претензия в сторону ГАИ. Несколько дней назад мы с Айбеком выезжали на рейд свой собственный, снимали места парковки в столице. Мы находимся на пересечении улиц Шопокова и Чуй, и сейчас мы видим здесь, что сотрудник ДПС вышел и работает на его привычном месте. Он останавливает только тех, кто поворачивает с Чуя, там запрещенный поворот, да, с проспекта Чуй на Шопокова, то есть двигаясь в восточном направлении, поворачивает. Другие нарушения, которые вот здесь вокруг везде, он не пресекает. Все останавливаются во второй, в третий ряд, выезжают на встречную полосу движения и так далее. Но вот он как бы стоит, да, и рубит свое, вот он ждет пока там оттуда. А если мы пройдем туда ниже, то там вообще запаркованы автомобили на тротуаре. Вот здесь мы можем видеть, что здесь вот целый ряд, да, получается. Вот я стою, и вот здесь я стою, получается, на границе первого ряда, да, остается один ряд только. И даже этот ряд, вон некоторые автолюбители, да, закрывают, умудряются закрывать. А нужно ездить троллейбусом, общественному транспорту, вот, такси и так далее. Ну, сами мы видим, люди разворачиваются, и им глубоко наплевать на то, что стоит рядом гаишник. Всем глубоко наплевать. Никто не уважает закон, никто не уважает и ни во что не ставит представителя закона. Уважаемые гости, если мы не можем в одночасье построить трехэтажные какие-то парковки, освободить новые площадки для транспорта, то давайте начнем элементарно, да, с правил дорожного движения. Да. И этики поведения на дороге. Телек Арсыбекович, инспектор пресс-службы ДПС ГУВД, город Бишкек. Вот сейчас во время сюжета... Таких мест по городу Бишкек очень много. Вот в конце года, на 31 декабря 2013 года,
По данным Департамента по регистрации транспортных средств, по городу Бишкек зарегистрировано более 316 тысяч автомашин. Плюс заезжают в город с других регионов по 1000, по 2000 автомашин в день. Заезжают, выезжают. А количество сотрудников города Бишкек, дорожно-патрульная служба, по штату только 300 с чем-то человек. Ну, вот в данном... И вот по данному случаю инспектор стоит, работает, он составляет административный материал, составляет одному. В это же время, там дальше, вот как Айбек подсказал, дальше наш личный состав вот, работает, иногда бывает, в одну смену работают, в одну смену, с утра до вечера. Работают именно по наведению порядка в столице нашей республики. То есть у нас очень много рейдов. Именно вот сейчас, в данное время, у нас первый вопрос нашей работы, это именно тоже по парковкам, по наведению порядка с парковками. Ну, я бы хотел бы обратиться именно к водителям, участникам дорожного движения. Вот как Айбек сказал, это надо не то, что это просто взять каждый водитель, каждый человек должен сознательно не нарушать правила дорожного движения, и мы можем хоть как-то облегчить этот вопрос. Мы готовы помогать, как гражданское общество, как гражданские активисты, готовы помогать государственной службе налаживать порядок. Каким образом? Выезжать на совместные рейды, освещать это по средствам массовой информации или в интернете. Готовы призывать, ну то есть если ГАИ проводит рейд, мы готовы присоединиться к нему. И мы такие успешные уже мероприятия проводили в прошлом году. Дело в том, что они не носят систематический характер. И я считаю, что нужно наказывать, вот как бы не так, ну то есть нужно наказывать и показывать всем, что идет наказание. И нужно как бы вот этот неотвратимость, принцип неотвратимости наказания, опять же, показывать всем. Потому что все равно гаишники знают, и там, те же таксисты знают, и те же водители общественного транспорта, что вот они могут легко от этого Айбек, уйти. согласитесь, вот когда мы проводим совместно вот с вами рейдовые мероприятия, это мы устраняем, правильно? Но в то же время, после наших рейдовых мероприятий, обратно же на эти места скапливается, обратно же эта же толпа. Вы со мной согласны? Да, я согласен, И- но... Я про то же Айбек- касательно Хорошо. Ламинского Айбек, рынка. смотрите, мы с вами, то есть вы и мы, ДПС, только мы с вами этот вопрос, я так думаю, не решим. Конечно. Это должна решать совместно со всеми. Вот есть у нас управление капитального строительства, правильно? Да. Есть у нас многие места, которые неправильно обозначены место парковки, правильно? Да, согласен. Вот. А Есть, зачем дирекция? и так далее. Вот, если мы объединимся в объединенном совместном виде, если будем решать вопрос, я так думаю, мы решим этот вопрос. Я И тоже думаю, мы Такой решим. момент про дирекцию муниципальных рынков, парковок и стоянок. То есть мы курируем муниципальные парковки. Не все в городе абсолютно. В нашем ведении их всего 47. Всего пока. Но основной целью является организация деятельности, управление, упорядочение с целью рационального использования городских земель как таковых. Поэтому, ликвидируя стихийные парковки, бардак на дорогах, который существует, мы таким образом за то, чтобы создавались новые муниципальные парковки. То есть у нас работа в этом направлении ведется. Мы То тоже есть за, но, к сожалению, работа вот эта, которая проделывается вами, она не является эффективной. И мы, горожане, да, становимся ежедневно этому свидетелями. Неэффективная работа. Проблема в том, что вот на сегодняшний день город растет и город строится, да? И все должно предусматривать, скажем так, именно и в строительстве, и в проектировании нынешнюю ситуацию в городе. Строят бизнесмены, скажем так, торговые комплексы, да? Хорошо. Соответственно, там должны быть предусмотрены парковочные места. Правильно? Если они, скажем так, без парковок будут проектировать и строить, куда будут люди парковаться? Ну, по факту-то строят и проектируют, и без Это один парковочных момент. мест. Второй момент, скажем так, да, вот мы вообще любим, обязательно кто-то должен быть для нас крайним, да. Например, плохо работают вот сотрудники ДПС, да, плохо работают парковщики.
и собирают там это. К этому тоже надо рационально подходить. Например, да, скажем так, я не знаю, сколько в штате у дирекции муниципальных парковок, но я считаю так, да? Парковщиков. У вас сколько вот? 110 человек. 110 человек парковщиков, Парковщики. да? А штат вообще у вас какой? Штат дирекции основной Да. состав АУП 22 человека. 22 человека. Плюс 22 все плюс 102, 200. 124 человека необходимо содержать. Я считаю, как, да, ну, необходимо провести хронометраж. Например, насколько я знаю, за 11 и 12 года управление парковок собирало где-то порядка около 16 миллионов в год, да? Высчитать средний хронометраж и объявить тендер. Скажем, вот у нас столько-то мест, столько-то парковок. Потенциально. Да. Объявляем тендер, вот кто будет давать, например, 25 миллионов. Почему бы не попробовать? И пусть уже сами работают. Да. Сами выкручивают. Не надо содержать такое количество сотрудников, чиновников, нагрузку на бюджет делать, да? Вот. Просто отдать, скажем, частнику. Частник, я считаю так, частник лучше разберется, потому что на сегодняшний день государство плохой менеджер. Да, аутсорсинг. И мы страдаем именно из-за этого. Может быть, сама по себе идея, та идея по возрождению, то есть по созданию управления, да, вот парковок, была, может быть, да, хорошей на тот момент. Это в какие года? Это где-то лет 5-6 назад было, да? Сегодняшняя ситуация совсем другая. Окей, И мы к этому сейчас нужно вернемся после сюжета. В ногу со временем идти и сейчас вот ситуацию менять, понимаете? Я полностью согласен. Вот у нас есть в тему сюжет второй. Уважаемые режиссеры, поставьте, пожалуйста. Вот мы видим знак здесь, и знак начинает действовать вот сразу за ним. Да? Вот если вот эта машина должна будет за парковку заплатить 10 сомов, а вот эта девушка не должна будет заплатить, но она заплатит, потому что к ней придут и скажут, что она должна заплатить. Люди просто не знают своих прав и не знают правил дорожного движения. И поэтому тогда, когда к ним подходят парковщики и говорят 10 сомов или 20 сомов, они отдают. И дело не в том, что это как бы большая сумма, да, то есть расстаться с ней без проблем. Дело в другом. Дело в том, что вас таким образом, да, вы просто выкидываете деньги, а вас много таких людей. И кто-то на вас, на вашем просто таком безразличии наваривается и просто, ну, не знаю, зарабатывает очень много денег. Я сейчас девушке просто посоветую, чтобы чтобы она не платила. Можно? Извините, пожалуйста, девушка. Просто можно посоветовать. Вот он сейчас, когда вы будете уезжать, к вам подойдет парковщик, и он скажет, заплатите 10 сомов. Не платите. Потому что знак действует вот отсюда туда. До знака считается, что вы, ну сами понимаете же, да? Знак увидели, значит, он начал действие. А они подходят ко всем, вот всем, кто вон там стоит, и говорят, давай 10 сомов. Это незаконно. Ну просто, чтобы знали вы на будущее. Знак вот отсюда действует. Вот этот заплатит, а вы можете не платить. Я так понимаю, вот подобных историй слишком много в городе, когда люди просто не знают, когда им надо платить, за что им надо платить, за какие услуги, где ставить машину. Марисоль, вот может Это быть... еще, да, кстати, это не понимают сами сотрудники, и они будут с вами до конца спорить, что вы должны заплатить. Более того, участились случаи, когда они говорят 20 сомов, а им показывают, что 10. Нет, правила изменились. Там, с какого-то вчерашнего дня или с прошлой недели 20 сомов стало. Ну вот наглые, когда нагло обманывают, когда вам нагло отказываются давать вот соответствующий корешок об оплате, то я считаю, вот таких сотрудников, вернее не сотрудников, да, таких работников, парковщиков вообще не должно быть на дорогах. Хорошо, но понимаете, в нашей деятельности случается человеческий фактор. Парковщиков много, мы, конечно же, контролируем их работу, их исполнение функциональных обязанностей, но случается такое. Это есть, я не буду это отрицать. Это но случается повсеместно. мы Вот в чем стараемся проблема. минимизировать вот каким такие... образом вы? Вот это стараетесь? Наказываем, увольняем, когда поступают. У нас автовладельцы тоже относятся со своей стороны к этому халатно. Произошло такое на дорогах, а произошло-то между собой поругались, похаяли, уехали. Вы сообщайте нам.
сообщайте. У Вот каждого из честно, наших я не знал, я парковщиков только есть, что узнал, что у есть такая каждого дирекция. из наших парковщиков есть бейджик. Это Да. обязательное условие. Там указана фамилия, все, жилетка соответствующая, да, с экипировкой. Я не против того, чтобы заплатить. Я, наоборот, с удовольствием заплачу, если мне предоставят хороший сервис, и если это будет по закону. То есть, вот, опять же, по сюжету, да, если вы стоите вне действия знака, соответственно, на вас это не распространяется. То есть никто не может, никакая муниципальная служба, никакой сотрудник ДПС не может вам предъявить за нарушение или неуплату. И тем не менее, по факту они Да, подходят. я призываю всех соблюдать закон. И люди просто позволяют, грубо говоря, состригать с себя шерсть, да? То есть вот просто у меня 10 сомов есть, мне не жалко, на тебе 10 сомов, на, кому еще 10 сомов, там дать, да, 10 сомов. Это дело не в деньгах, я готов заплатить, но дело в том, что кто-то на ваших 10 сомах в размерах больших очень, в крупных масштабах наваривается, и вы просто так отдаете в карман какому-то дяденьке. Вот так послушаешь и задаешься вопросом, а департамент вообще зачем нужен? Дирекция. Дирекция, Мы да. тоже за то, чтобы качество услуг по предоставлению парковочных мест улучшалось. Мы тоже за это. Дело в том, что все денежные средства, все сборы, осуществляемые парковщиками, они в полном объеме перечисляются в бюджет города. То есть Сомневаюсь. дирекция своего рода является бюджетообразующей организацией. Очень Пусть мы сильно маленькие, сомневаюсь в пусть, этом. но именно ликвидация стихийных парковок и создание муниципальных парковок – это тоже наша цель. Это позволит не только увеличить качество услуг по предоставлению парковки, но и увеличит доход в бюджет города. Правильно, да. Есть предложение. Вот я могу вам предложить сразу напрямую, да, сделать тогда конкретно там 2-3 ролика обучающих, да, которые вы просто в свою очередь, используя там свои какие-то каналы, поставите на ротацию в телевидении, да, переведем на кыргызский, на русский языки. То есть, когда людям объясняется, понимаете, наше государство не занимается социальной рекламой, наше государство не занимается образованием. Дети не знают, как переходить, ну там, грубо говоря, да, на какой цвет переходить светофор и где переходить. Потому что наплевательское отношение вообще в целом к населению. То есть у нас за прошлый год сколько? Больше 1000 человек погибло в ДТП. Это вина государства, это не вина, потому что оно перестало контролировать, оно перестало обучать. Вот вы как структура, да, государственная, вот у нас конкретно предложение, например, от нашего движения, да, мы говорим, давайте совместно сделаем эти ролики, но вы обязуетесь включить их в ротацию на телевидении. Но мы только за. Мы Вот. только за. Вот пришли к каким-то конкретным выводам. Конечно, Ну, в принципе, я думаю, можно, скажем так, еще вот параллельно еще одна мысль. Это, скажем так, при выдаче водительских прав, ну, хотя бы предусмотреть какие-то программы, да, вот именно в чем прямые обязанности водителя, в чем прямые обязанности пешехода и других участников дорожно-транспортного движения, да, скажем так. Все это... В правилах дорожного движения Кыргызской Республики там обязанности водителя, обязанности пешеходов, обязанности конкретно написаны. Конкретно написано. В автошколах, когда... У нас на бумаге написано все. Ну вот мы по факту, опять же, возвращаясь к сюжету. Обеспечить мы не можем. Вот, выполняется. Ни насколько. У нас очень много хороших программ, вот, которые не работают, правильно? Идея с роликами и ротация, она хороша. она хороша, эта идея, мне она тоже понравилась. Так вот, нужно налаживать, получается, вот эти каналы коммуникации. Идей, на самом деле, очень много. И вот аргумент, да, такой частый очень аргумент, там, мэрии, там, еще каких-то муниципальных служб. А у нас денег нет. Да вам не нужны деньги. На крайний случай, если вы просто обратитесь, опять же, через там, социальные сети, через Одноклассники, вы просто в университеты придете и скажете, ребята, у нас нет денег. Вот обращение сделайте в интернете. Мы такая-то служба, там, у нас нет денег. Но у нас есть хорошая идея, и мы хотим собрать, там, например, 100 тысяч сомов на ее реализацию. Сколько можете? Вот у нас там есть счет, скидывать. Вам начнут скидывать деньги, и деньги будут собираться. Это пройденный, ну как бы уже испытанный вариант по сбору. Мы на свои акции так деньги собирали. Люди готовы, если вы только к ним обратитесь.
Дело в том, что вы не выходите. Я же говорю, я только сегодня узнал, что такая дирекция существует по Но парковкам. это не наша вина. Мы выходим. Почему вы так думаете? Мы тоже со своей стороны не только осуществляем сбор денежных средств, мы совместно с ДПС также боремся с этими стихийными парковками. Там бесконечные мы запросы отправляем, что в Бишкек главархитектуру. А вот здесь возможно ли организовать парковку? А возможно ли здесь организовать? То есть как-то боремся с тем, чтобы ситуация на дорогах улучшилась. Но, Пусть тем не наша менее, работа может быть, не не так хватает- видна, не но хватает она все же огласки, есть. может Да, быть, да. информативности, Понятно. Айбек. Вот смотри, Есть вот мы какой-то остановили... стена какая-то Да, есть. мы объяснили девушке, где можно парковаться, да, и как. Но мы сами не знали о том, что есть такая служба, которая Да. этим занимается. Вот, кстати, вот именно Замкнутый, информативность, да. отсутствие, вот это получается стена, и благодаря, я надеюсь, благодаря передаче, там, с выхода, после выхода, многие люди, увидев, поймут, где можно платить, и где нужно платить, и где не нужно. Более того, вы предложили обращаться к вам. А как к вам обращаться? Куда? Телефоны я озвучу. Телефон дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок мэрии города Бишкек, приемная 48 62 55 и 48 62 71. Находимся мы на пересечении улиц Московская, Усимбаева, Московская, 53. То есть в любое время. Там жалобы граждан, какие-то, возможно, предложения, еще что-то. Мы только за диалог. Ну вот, допустим, один такой момент. Мы когда выезжали с Айбеком на рейд, мы задались вопросом, да, почему, допустим, администрация, да, акимиат не подключился и не попытался разрешить ситуацию с парковками, с пробками. Вот сегодня мы пригласили Улана Сулайманова, завсектором строительства и развития инфраструктуры Свердловского района города Бишкек. А как вам инициатива, если акимиаты по районам, да, подключатся к нашей работе совместно и также будут информировать, обучать тех парковщиков, которые работают на их территории, либо проводить акции среди автолюбителей, автопользователей? Ну, мы поддерживаем такую инициативу, и мы до Нового года проводили мероприятия по ликвидации таких стихийных парковочных мест, например, как по улице Джибек-Джолу, получается. Там не только парковочные места, как парковки, да, используются, но и для продажи автомобилей, получается, как вам известно, да. Это тоже затрудняет движение, и то есть это все самовольно, получается, устанавливают. Вот. Так что мы тоже вот собирали и эвакуаторщиков, получается, с ними переговоры вели, для того, чтобы как можно было повлиять на нынешнюю ситуацию, чтобы там, например, может эвакуировать автомобили, которые нарушают. То есть это не в одностороннем порядке получается, не надо винить и парковщиков, но и сами горожане, получается, автолюбители тоже неэтично останавливают свои машины. Если, несмотря на все запреты, люди там паркуются, значит, это можно, значит, это не мешает общественному транспорту и не мешает пешеходу, да? Тогда надо там дополнительно создавать новые парковочные места, и пусть люди платят. Ну, вполне возможно, конечно. Надо Я рассматривать не говорю, что отдельную территорию. повсеместно. Есть такие места, где это же можно дополнительно рассмотреть, правильно? Однако в некоторых местах, согласитесь, наоборот, надо убирать парковочные места. Например, вот по улице Алматинская, Джибек-Джолу, получается, от Джибек-Джолу по Алматинской юго-западная сторона. Там 3 полосы. 3 полосы движения. Дорогу сделали, 3 полосы движения сделали. На первой полосе Такси. стоит парковка, то есть парковочная стоянка. На вторую полосу останавливаются наши доблестные таксисты, наши доблестные водители общественных транспортов, маршрутников, плюс сейчас к ним очень часто присоединяются водители БТП, автобусов. И 2 ряда уже на 3-й ряд, даже по 2 ряда встают, останавливаются, и остальным водителям уже приходится объезжать их, Проходная выезжать на способность встречную полосу перекрестка движения вообще в ноль. через двойную сплошную линию. Так и будет продолжаться постоянно, пока не будут созданы условия, при которых водителю будет невыгодно это делать. Невыгодно в каком смысле? Если мне невыгодно или неудобно
вот, например, тоже по Чую, да, Чуй, где набережная, да, все поворачивают. Там двойная сплошная, но все равно все поворачивают и вверх, и вниз. Почему? Можно вот просто, чтобы невыгодные условия создать, нужно просто бордюр продлить метров на 10 по проспекту Чуй, разделительный. Люди перестанут поворачивать, там перестанут сбивать людей и перестанут биться машины постоянно, между прочим. И таких очень много мест. Если мы создадим условия невыгодности в плане повышения штрафов по стандартам вот всего даже там СНГ, ну взять Казахстан соседний, да, далеко ходить не надо. Сравнивать экономику Казахстана с Неважно, неважно, это не отмазка. То есть говорить то, что люди не смогут платить, люди пусть не нарушают. Если вы не нарушаете, вы не платите штраф. Вопрос, все, снимается. Пусть вот штраф будет высокий, и пусть это будет жесткое наказание. Вы, по-моему, со мной тоже согласитесь. У нас не хватает сознательности водителей. Вот сознательность будет воспитываться рублем. Это, наоборот, надо создавать условия участникам дорожного движения, но в то же время, вот я начал говорить о сознательности водителей. Например, за границей водитель, чтобы, если он знает, что припаркуется, нарушит, он проедет там километр, 2 километра дальше, найдет место, поставит и пешком придет до места своего назначения. А наши водители этого не делают. В прошлом году, в 2013 году, Бишкекский городской кеңеш инициировал значит, финансирование разработки проекта детальной планировки столицы, нашей столицы, где значит, мы хотим отразить именно вот эти наболевшие проблемы, именно транспортные проблемы. Да? Это вот строительство многоуровневых, скажем так, развязок. Это вот именно Алматинка, Джибекджолу, Фучика, Чуйский проспект, Советская, Ахунбая, вот именно вот такие самые проблемные участки. Плюс к этому мы хотим именно в ПДП заложить, скажем так, и утвердить строительство многоярусных гаражей, которые хоть как-то, скажем так, облегчат поток в центральной части города. Вот. И плюс, я думаю, надо уже предусматривать кольцевую нашего города. В любом большом городе, и в Москве, скажем так, и во всех европейских городах, именно создание вот кольцевых дорог вокруг городов, скажем так, это в основном решает транспортную проблему. Последним словом хотелось бы сказать, чтобы обратить внимание всех наших чиновников, то есть водителей, это само собой, пешеходов, само собой, но наших чиновников, людей, которые могут принимать решения, которые улучшат ситуацию, принять правильное решение, наконец, и сделать лучшие условия вообще для водителей. Лучше, с одной стороны, и с другой стороны, невыгодные условия для нарушений правил дорожного движения. В рамках 30 минут, которые нам отведены, я услышал, на самом деле, несколько очень интересных вещей, которые должны, не могут, а должны использовать не только городской кеңеш или ГАИ или ваш департамент. Я думаю, эти идеи будут полезны и другим ведомствам, чтобы общими усилиями, как вы предлагаете, глобально раз и навсегда решить вопрос не только с парковками, а вообще в целом с безопасностью на дорогах. Спасибо за участие в программе. До новых встреч в эфире уже через неделю.